Йо-йо, спиннеры, слаймы, но это все в прошлом. На их замену пришли новые антистрессы – попыты и Simple Dimple. Что же в них интересного? Давайте разберемся. Попыт – двухсторонняя игрушка, принцип действия которой чем-то напоминает лопание пузырчатой пленки. С английского языка его название переводится как «вытолкни» или «хлопни это». Существуют попыты разных форм и размеров, от обычных геометрических фигур до единорогов, цветов и самолетов. Эти игрушки появились на прилавках еще в 2019 году, но не получили такого спроса. Благодаря интернету эта тема с каждым днем становится все популярнее. Simple Dimple круче! Нет, попыт круче! Simple Dimple! Нет, попыт! Simple Dimple! Нет, попыт! Simple Dimple! Маленький, красивый! А попыт большой и милый! Кроме обычного антистресса, люди придумали попыты и другие необычные применения. Таким образом, с помощью этой игрушки можно играть в игры, в том числе и логические. Например, по очереди лопать по 2 или 3 пупырки. Кто последний, проиграл. С помощью звуков, которые издает этот антистресс, самые находчивые создают музыку, поочередно лопая пупырки с определенным ритмом. Но есть еще и совсем необычные применения, как форма для льда, шоколада или выпечки. Мне нравится попыт, потому что он всегда разноцветный, всегда красивый. Мне больше нравится попыт, потому что он большой. Во-первых, это просто для забавы, мне нравится. И когда у меня стресс, я его снимаю так. Мне не скучно с попытом. Когда мы ездим куда-то, У него прикольный звук. И раньше у меня был такой пакетик пупырчатый. Его полопаешь и сразу выкидываешь. А попыт, он бесконечный. Есть еще одна игрушка, похожая на попыт, с которой его часто путают – Simple Dimple. В чем же их разница? Во-первых, Simple Dimple чаще всего меньше по размерам, а во-вторых, имеет меньшее количество лопающихся пупырок. Эти антистрессы нравятся как первоклашкам, так и подросткам. Продавцы не успевают закупать товар, ведь их сразу разбирают. Полина Исупова, Ильнар Бигбов, специально для Горы новостей.